И прежде всего хочу предоставить слово человеку, который посвятил свою жизнь изучению наследия астраханских и прочих ногайских просветителей, в особенности Абдурахмана Умерова, Курмен Саитова Аминат Хасановна, кандидат исторических наук, старший сотрудник отдела этнографии народов КЧР. Приветствую всех участников сегодняшнего мероприятия. И сегодня я хочу осветить один небольшой аспект из творчества Абдурахмана Умерова, небольшой совершенно. Это Абдурахман Умеров и его вклад в духовную культуру ногайцев. Из его многогранной деятельности я обращаю ваше внимание только вот на этот аспект. Если мы вспомним его медресе, новометодное медресе, расположенное на берегу канала Низамия, там наряду с другими представителями Нижнего Поволжья, Кавказа, других регионов, конечно же, учились и местные ногайцы. Вот в их числе известный Булат Салиев, ставший первым историком Узбекистана. Вот учился там и отец известного вам хорошо, значит, архитектора Абдурахмана Махмудова. Вот, там учился, и его дневник воспоминаний о той трагедии, которая произошла с астраханскими ногайцами, хранится ныне в архиве этого отца, имеется в виду, Абдурахмана. Поэтому, значит, в нескольких штрихах скажу коротко. Вот, значит, его преподавательская деятельность при двух мечетских школах и в новометодном медресе, и кроме этого в русско-татарском училище, это так называемая школа Министерства народного просвещения, где он читал высшие богословские науки. Кроме того, он был в числе тех, кто поддержал движение джадидизма, открыл у себя книжный магазин, типографию, читальный зал. И его из творческого наследия нам всем с вами хорошо известно то, что он является автором книги «Ногай жырлары», и является он также автором рукописи «Ногай тарихы», которая бесследно исчезла, надо его разыскивать, конфисковал НКВД и другие его рукописи. И интересна его фольклорная деятельность. Вот такой известный нам всем хорошо Заки Валиди Тоган писал, что он собирал фольклор в своих воспоминаниях. Сейчас я вам, чтобы не уходить от оригинала, прочитаю. Вот о его фольклорной деятельности Заки Валиди Тоган пишет. Мулла собрал большое количество ногайских стихов и достанов XVI века в районах бассейна Южного и Восточного Урала и на берегах Аральского моря. Частично он опубликовал в 1909 году. У каранагайцев были достаны о башкирских ханах Кучуке и его сыне Султан-Мурате. Мулла Абдурахман посетил Аллахуват и Мукач, где разговаривал с местными жителями, не забывшими о том, что они ногайцы. Для муллы Абдурахмана и его единомышленников родина начиналась в Дагестане, от Аксая и до Кубани, простиралась до Западной Сибири и Орала. Они так помнили события Дастанов, как будто те произошли вчера. Непосредственно о самом приезде Абдурахмана он пишет. Во время учебы в медресе Марджани в Казани нагаец Гумеров был шакирдом моего дяди, Хабиб Назара. Когда я был маленький, он однажды появился в нашем доме, и они с моим муллой Вали и отцом посетили все места Ахидели и русла Яйка, указанные в ногайских достанах. С тех пор они состояли в переписке. Будучи юношей, Заки Валиди неоднократно посещал Астрахань, был у него в гостях. И вот он вспоминает, какое высокое гостеприимство ему оказали. Угощали ногайскими национальными блюдами. Специально для него Абдурахман приглашал домой ногайских певцов, те его пели. И вот в одном из его приездов Умеров сообщил, что род Заки Валиди ведет свое начало от ногайцев.
И он поискал в Астрахани свою родословную, нашел, и потом считал, что действительно они произошли от астраханских нагайцев. Вот и если возьмем газету «Эдель», то на страницах этой газеты трудилось очень много нагайцев с ними. Я видео сидела, видеоряд забыла заложить. Ну, извините, пожалуйста. Там фотография редколлегии «Эдель», и там рядом за спиной у Абдрахмана Умерова стоит этот Басир Абдулин, Басар, он Басир всегда подписывался Басар Абдулин, и стоит Абдулхамид молодой Джанибеков. Совсем они за его спиной говорят, что если вот я фотографию оставлю, если, значит, астраханцы будут смотреть, они своих прадедов там найдут на этой фотографии, возможно, еще кто-то себя узнает. Но я кого узнала, я их узнала. Вот такие вещи произошли. И вот я хотела бы немножко акцентировать ваше внимание на одном аспекте, что пишет о своем отце сын Абдрахмана Умерова. Абдулгамид, сын Абдрахмана Умерова, писал об отце: «Все его предки с Кубани и Астрахани, и они по происхождению нагайцы. У нагайцев каждый должен знать, из какого рода он происходит. Абдрахман Умеров из рода Гайман. Астраханские нагайцы делятся на Караюнугай и Карагашнугай. Абдрахман Умеров из карагашских нагайцев». Чем замечательна книга «Ногай Жырлар»? Она замечательна тем, что в целом сборнику он написал такую краткую историю астраханских нагайцев. Там два раздела: «Карагаш Ногай Жырлары», «Юрт Ногай Жырлары». И каждому из них он тоже написал такую краткую справку и дал характеристику жанров местной письменной культуры. И в заключение я хотела бы сказать на то, что Абдрахман Умеров был нам хорошо нагайцам известен. Например, в 1970 году запаслась. Вот, это газета «Ленин-Йола». Вот копия из газеты «Ленин-Йола». Абдулхамид, значит, Энвер Джанибеков переложил отрывок песни «Ногай Жырлара» с арабской графики на кириллицу и опубликовал в газете «Ленин-Йола». В 70-м году это было, произошло. И что интересно, что у нас все, что печаталось в Ленин-Йолу, Шёль-Маяга всегда перепечатывала. То есть для Дагестана оно тоже было перепечатано. И вот имя человека, которого с 20-х годов находилось в запрете, опять в 70-м году всплыло. В том же 70-м году в обзоре Ногайской дореволюционной книги Абдрахман Умеров, значит, наш Ашим Сикалиев написал обзор книг, и там упоминается книга «Ногай Жырлары» 1912 года, изданная Абдрахманом Умеровым. То есть уже в 70-е годы его имя у нас уже в научном мире всплыло, опять вышло в свет. Замечательный наш Джалал Шихмурзаев в 1987 году, он приехал сюда в 1986 году, и здесь встретился со стариками, которые были живы тогда, собрал у них материал, и уже в 1987 году, в феврале месяце, опубликовал статью «Умеров Яшау Йола». Кроме того, я хочу представить вам такой редкий материал. Когда муллу назначали на должность, то вначале община этой мечети собиралась, выбирала и писала рекомендацию губернатору. Губернатор, выяснив в департаменте жандармерии его политическую благонадежность и верность царскому престолу, отправляла, значит, в Оренбургское духовное управление. Там его утверждали, и документ, что он является муллой такой-то мечети, присылали. Но прежде чем выдать ему этот документ на руки, его пристав приводил к присяге.
Была разработана такая стандартная присяга. Здесь вот на литературном тюрке текст, а его с русского языка переводили. И вот тут стоит личная подпись Абдурахмана Умерова. И здесь вот он и расписался. 29 сентября 1898 года мулла соборной мечети 8 Абдурахман Умеров. Ни Габдрахман, ни Умеров, ни Абдрахман. После буквы «Д» везде у него стоит буква «У». Он Абдурахман. Во всех документах, с которыми мне довелось работать, как в Астрахани, в Госархиве в 1989 году, так я несколько лет 5 выезжала в исторический архив СССР, тогда был еще Ленинград. Были документы, на которых стоит фамилия Абдурахман Умеров. Личные подписи сохранились. Поэтому сейчас я хочу копии этих документов и вот эти книги подарить, значит, духовному управлению, в смысле именно вашему обществу, которое занимается возрождением истории и культуры ногайского народа Нижнего Поволжья. Я думаю, они лягут в основу ваших деяний. Будем всегда помогать вам, сколько можем. Спасибо за приглашение.